Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы погружаемся в работу одной госструктуры, благодаря которой на карте нашего города появляются новые красивые здания. Это госэкспертиза Республики Татарстан. Они выполняют такой огромный объем работы, что вот я не знаю, смогу ли я за 7 минут все вам рассказать, но я постараюсь. Поехали! Сотрудников этого предприятия по праву называют элитой строительной отрасли. Благодаря их деятельности мы можем быть уверены, что новое здание, возведенное в нашем городе, надежно и безопасно. Специалисты госэкспертизы держат руку на пульсе на стадиях проектирования, строительства и эксплуатации. Кроме того, все проекты обязательно проходят проверку на экономическую эффективность. Здесь точно знают, сколько стоит построить то или иное здание. Директор госэкспертизы Республики Татарстан Рафар Шакиров согласился провести лично нам экскурсию. Здравствуйте! Здравствуйте, добрый день! Да, спасибо, что пригласили. Вы проводите огромный пласт работы. Сколько человек работает в этом учреждении, чтобы помочь нашему городу возводить красивые здания? Вы знаете, вопрос не только города, в целом республики. И, кстати, да. С нашими длинными руками уже вышли за территорию республики. Ничего себе! Оказываем услуги там. В этом учреждении работает 151 человек. Значит, 4 этажа. Мне кажется, мы здесь создали достаточно хорошие условия для работы, получения удовольствия. Если мы сами, как эксперты, требуем от проектировщиков, от заказчиков качественные объекты, которые безопасны технологически, но также должны быть очень красиво и эстетичны, потому что все делается для человека, во имя человека. Как бы высокопарно эти слова не звучали, но экспертиза начинается с приема документов. И, естественно, мы вас сейчас познакомим с отделом приемки. Здесь наши сотрудники сидят. Гульшат, расскажите мне, пожалуйста, проведите такой небольшой мастер-класс для меня и зрителей, что необходимо принести, и я так понимаю, даже уже не принести, а в электронном виде предоставить вам, чтобы вы приняли там то или иное заявление. Тут все просто, очень удобный интерфейс. Формируем, нажимаем на «Подать заявление». И обязательно перед формированием заявления важно выбрать место проведения экспертизы. В нашем случае это Республика Татарстан и наше учреждение ГАУ ГЦРТ. Также необходимо обязательно выбрать тип обращения. Если объект заявляется впервые и ранее в отношении объекта заключение еще не выдавалось, то, соответственно, выбираем первичное обращение. Интерфейс сайта для подачи заявления в госэкспертизу очень простой. Главное – четко следовать инструкциям, не пропуская ни единой вкладки. При условии, что все документы у вас готовы и в наличии в оцифрованном виде, эта процедура не займет более 15 минут. Руфина, хочу вам представить экспертов по направлению деятельности ценообразования и сметного нормирования. Это аттестованные специалисты, которые проверяют стоимость представленных нам на экспертизу объектов. А сейчас я хочу вас познакомить с Гузель Раисовной, которая вам покажет, собственно, как непосредственно проходит проверка таких объектов. Мы здесь можем выгрузить спецификацию ресурсов, в котором как раз указан необходимый объем по каждому ресурсу, вот, например, по гипсокартону. Мы смотрим как раз проектную сметную документацию, правильно ли они заложили данный объем, не завышен ли он. Если какие-то есть неточности, некорректно составлены сметные документации, мы отправляем им замечания, и они потом их устраняют и присылают исправленную сметную документацию. Гузеля, скажите, вот вы девушка, да, но откуда вы знаете, сколько стоит гипсокартон? Сколько его нужно для этого проекта? У нас есть трой-цена, в котором отображены все необходимые ресурсы для строительства. Каждый квартал они выпускаются, оптимальная стоимость там указана. Мы просто проверяем на соответствие завышенной у них стоимости или нет. А по объемам это все рассчитывает проектная организация. Согласно проектным решениям мы уже проверяем сметную документацию, правильно ли у них указан объем. Финальный пункт нашего погружения – это кабинет экспертов. Здесь располагаются те самые люди, которые отвечают за безопасность и надежность зданий, которые строятся по всему Татарстану. Здравствуйте. Здравствуйте. Покажите нам, чем вы занимаетесь. Это безумно интересно. Наша
экспертиза тоже не отстает от трендов, мы все это используем. Вот, хотели бы показать некий такой цифровой двойник IT-парка, где мы можем зайти вовнутрь здания, посмотреть по отдельности каждый из разделов документации. Каждый из специалистов рассматривает, в частности, свой раздел. Кто-то смотрит конструктив, кто-то смотрит инженерные сети. То есть мы можем с вами открыть только вентиляцию, то есть посмотреть, как она проходит. То есть у нас здесь она однозначно должна быть разделенная на различные системы. То есть можем также отдельно включить только конструктив, только проработанное здание, какие есть металлоконструкции. Здесь технология информационного моделирования построена таким образом, что сначала появляется данная модель, а потом, исходя из нее, уже появляются чертежи. Каждый сотрудник госэкспертизы – профессионал своего дела. В этой работе не может быть мелочей. Каждая деталь тщательно и скрупулезно перепроверяется, прежде чем выдается то или иное заключение. Дорогие друзья, чтобы вы понимали, специалисты госэкспертизы Республики Татарстан проделали колоссальную работу, чтобы в центре нашего города появилось это здание. Оно является местом притяжения специалистов IT-индустрии. Контакты госэкспертизы традиционно я оставляю здесь. С вами мы увидимся ровно через неделю. Это была Руфина Мукминова и пока-пока.